Утром 16 июня 6 арестантов СИЗО в Ростове-на-Дону, 4 из них, как выяснилось, из Ингушетии, сумели выбраться из камеры и взять в заложники 2 сотрудников изолятора. Требовали машину, оружие и возможность выехать. Около полудня стало известно, что преступников ликвидировали, заложники не пострадали. И вот как эту ситуацию прокомментировал глава Ингушетии. Сегодня утром поступили тревожные новости. Захвачены заложники в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Среди заключенных ростовского СИЗО, участвующих в этих беспорядках, 4 уроженцев Ингушетии. Ранее они были осуждены за терроризм и приговорены к 18 годам лишения свободы. Несмотря на суровый приговор, у них был шанс отбыть свой срок и вернуться к мирной жизни. Сегодня мусульмане мира празднуют Курбан-Байрам. Это священный день для нас. Омрачать его подобными действиями является кощунством. Терроризм не имеет ничего общего с принципами мира и добра в исламе. Жители Ингушетии не раз подвергались атакам террористов и решительно осуждают любое проявление терроризма. От действий террористов в Ингушетии погибли более 500 сотрудников правоохранительных органов. Это сотни семей, где родители остались без сына, жены без мужей и дети без отцов. Также это тысячи погибших ребят по всей России, вставших на защиту своей родины от терроризма. В очередной раз хочу призвать нашу молодежь не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. Не лишайте жизни себя и людей. Не становитесь теми, кто несет в этот мир боль, страдания и слезы.